В начале октября Нерюнгринский район стал центром притяжения для молодежи. Впервые здесь прошел форум «Главные смыслы». Его основная цель – развитие и поддержка молодежи, а также создание платформы для обмена опытом и идеями среди активных молодых людей. Организаторы форума – Нерюнгринская районная администрация, Управление социальной и молодежной политики, проектный отдел и местное отделение движения первых. Вообще этот форум родился давно у тех людей, кто занимается молодежной политикой в Нерюнгринском районе. И, конечно же, таким вот идейным вдохновителем и главным организатором форума является Управление социальной и молодежной политики районной администрации. И вот, собственно, в лице меня, моих сотрудников, движение первых Нерюнгринского района также выступило соорганизатором. И большую роль вообще, в принципе, в формировании площадок и главной задачей, одной из главных задач именно проведения конкурса «Росмолодежь гранты» выполнил проектный отдел Нерюнгринской районной администрации. То есть, по сути дела, мы так объединили свои усилия в реализации молодежной политики. И вот сейчас получился на самом деле такой уникальный продукт для молодежи, принципиально новый по форматам. Вообще, на самом деле, в рамках форума выбраны те ключевые направления, которые по статистике и по итогам анализа работы в сфере молодежной политики являются актуальными для наших молодых людей. Ну, в принципе, как всей страны, так и в частности Нерюнгринского района. Это карьера, формирование сообществ, непосредственно движение первых, формирование сообщества активистов и карьера. Те вопросы, которые всегда волнуют молодых людей. И задача организаторов форума прежде всего в том, чтобы прежде всего познакомить ребят между собой, показать им вот эту чудодейственную силу коммуникации друг с другом, возможности коллабораций и возможность создавать новые проекты совместно. Торжественное открытие молодежного форума собрало активистов из всех населенных пунктов Нерюнгринского района. Здесь они приняли участие в интерактивном марафоне, выполняя разнообразные задания, способствующие развитию командного духа. Молодые люди учились работать в группах, слушать мнения друг друга и выражать свои мысли перед большой публикой и незнакомыми людьми. Рабочие площадки форума были организованы на базе информационно-технологического лицея номер 24 города Нерюнгри. Они собрали представителей молодого поколения Нерюнгринского района в возрасте от 14 до 35 лет. Одна из площадок форума – направление сообщества. Участники у нас это и школьники, и предприниматели, и сотрудники организаций различных. Мы понимаем, что роль сообществ в их жизни, она очень значительна. Даже если они не до конца понимают, насколько сообщества влияют на их жизнь, но они влияют действительно. И вчера мы разбирали, и сегодня мы разбираем не только трудности, которые у нас могут возникать при использовании сообществ в нашей жизни для продвижения наших услуг, товаров, для выполнения каких-то задач общественных, но еще какие могут быть решения на эти трудности, на эти барьеры. И участники уже сейчас в командах ищут эти решения. Это не значит, что мы все обладаем необходимой экспертностью, чтобы найти ответы на все вопросы. Но, по крайней мере, мы сейчас видим, на какие вопросы у ребят уже есть ответы и уверенность, а на какие нет. И это как раз-таки служит для нас причиной следующих встреч, уже более профессионально ориентированных по запросу. Поэтому вся информация будет представлена руководству, организаторам, чтобы можно было в будущем потом закрыть необходимые пробелы и увеличить эффективность. У нас в Нерюнгринском районе очень много сообществ. Это сообщества и педагогические коллективы. У нас даже есть представители на нашем треке сообщества риэлторов. Казалось бы, небольшое направление, своя тусовка, но они активно к нам внедрились. И, в принципе, вот эти вот сообщества небольшие. Очень важно объединяться, очень важно находить единомышленников, находить друг в друге опору, поддержку, возможность развития, возможность реализации. Это очень большой пласт, не всегда дооцененный, и мы очень хотим объединить этих ребят, объединить молодежь для того, чтобы они нашли в себе силы, идеи, возможность друг другу помогать, и для того, чтобы развились и масштабировались. Потому что когда ты находишься на одном месте, в этой стойке кажется, что ты достиг всего, это максимум, больше мы никуда двигаться не можем. Можем, и этих шансов огромное количество. Трек сообщества, на самом деле, вот наш 30 человек,
человек, и это такая команда, такая энергия. Они уже обменялись сами телефонами без нас, уже договорились о сотрудничестве. Очень приятно, что мы принесли такую пользу. Участники смогли получить новые знания, опыт и навыки в выбранных ими областях. На этот форум мы пришли поделиться своими знаниями, своими какими-то навыками, но и, конечно, с молодежью пообщаться и как-то впитать какие-то новые пути решения проблем. Тем более на форуме мы рассматриваем непосредственно какие-то возможные проекты, участие в этих проектах. Супер проходят площадки, очень интересно и достаточно нестандартный подход, потому что мы в силу своей профессии посещаем достаточно много форумов, много каких-то мероприятий, но то, как проходят вот эти 2 дня, на самом деле переплюнули все. Мы и в интерактивных каких-то мероприятиях успеваем участвовать, и успеваем участвовать, какие-то лекции посещать, то есть максимально супер. На всех площадках форума кипела работа, проходил активный обмен идеями, в том числе и на площадке трека «Карьера». Очень классные ребята подобрались. Мы ставили цели, потому что, мы выяснили, что цели в карьере у всех разные. И каждый понимает карьеру по-своему. И сегодня, и завтра мы будем фокусироваться на том, чтобы каждый участник нашего трека для себя определил свой путь в карьере. Да, какая для него самая эффективная карьера, самая лучшая и какими шагами он сможет к ней прийти. Сейчас мне очень нравится то, что происходит. Я думаю, что в субботу, когда закончится мероприятие, я как-то переосмыслю, кем я хочу стать, когда я хочу стать, то есть отучиваться мне до 11 или уйти после 9. Больше всего мне, вот сейчас я послушал, мне понравилось традиционное, это когда ты постепенно проходишь вузы, колледжи и постепенно нарабатываешь опыт. Еще одним направлением площадок форума стал трек «Волонтеры». Вчерашний день наш был посвящен видам добровольческой деятельности. Вообще про добровольческую деятельность проговорили, о том, какая она, на чем она базируется. Вот сегодняшний день у нас такое про командообразование. Мы ребят вместе собираем, чтобы они были большой дружной командой добровольцев. И сегодня также поговорим про стрессоустойчивость. Ребята разработают свои социальные акции, которые потом в дальнейшем будут реализовывать в городе. А завтра мы встречаемся с представителями различных направлений добровольческой деятельности, чтобы замотивировать ребят на дальнейшую работу. Очень интересно работать с ребятами, потому что я понимаю, что для них, наверное, такое мероприятие – это первый опыт, и действительно каждый день, каждое занятие, каждый час наше – это для них открытие, и они для меня открываются, я для них открываюсь, и мы вместе знакомимся, и я вижу, что ребята заинтересованы, у них есть интерес, это самое главное, я думаю, что тот опыт, который они здесь получат, им действительно потом пригодится. Я сюда пришел, чтобы узнать много новой информации, мне все такие проекты нравятся, я сразу же согласился. Вчера у нас был первый день форума, он мне сразу понравился. Здесь довольно весело, конкурсы интересные, организаторы тоже очень веселые, позитивные. Мне кажется, цель этого форума, во-первых, сплотить людей, чтобы они больше работали в команде, и, естественно, чтобы продвигали волонтерскую деятельность. Она очень полезна и нужна для жизни, для общества, в принципе, в целом. Четвертой площадкой форума стал трек «Первые». Причина того, что я сюда пришла, мне просто стало интересно, что вообще такое движение первых. И меня выбрали быть председателем моей школы Артика, и так получилось, что я оказалась здесь. Я узнала много чего о самом движении первых, то есть намного больше. Мой кругозор именно об этом движении гораздо стал шире. Очень на самом деле интересно, хороший спикер, все внятно, четко объясняет. Также у нас были лекции с тоже спикерами, и можно было им задать вопросы, на которые они, естественно, ответят, расскажут, что да как, куда можно поступить, например, где есть привилегии какие-то. Ребята очень активные, каждый из них уникальная личность, видно, да, каждый из них, мне кажется, уже раскрыт своими наставниками, педагогами, поэтому мне, как модератору, спикеру, очень комфортно с ними работать. Сегодня мы как раз подошли к самому основному, к самой основной задаче этого форума – это разработка дорожной карты деятельности Совета первых Нерюнгринского района. Вчера мы вместе с ребятами, вместе
думали над тем, какой может быть идеальное первичное отделение. Сегодня мы уже объединяемся в деятельность района и думаем над дорожной картой, а завтра мы будем думать над личной траекторией каждого участника сегодняшнего форума и над вкладом, который ребята смогут сделать в деятельность Совета первых. В рамках молодежного форума «Главные смыслы» прошел и межрегиональный слет представителей юноармейских отрядов Дальневосточного федерального округа «Патриоты Отечества». Участие в нем приняли команды из Еврейской автономной области, Амурской области, Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев, Республики Бурятия, Нерюнгринского района, а также сборная Алданского района и команда поселка Куранах. Это патриоты, мотивированные молодые люди, приехавшие для соревнований и обмена опытом, установления дружеских отношений и укрепления юноармейского движения. Военно-спортивная игра «Защитник Отечества» прошла в местности Таастах. В программе слета прошли также соревнования по разборке-сборке автомата, лазертаг, полоса препятствий, соревнования по стрельбе из лука, мастер-классы по военно-тактическим играм. Важным событием форума также стала очная защита проектов федерального грантового конкурса «Росмолодежь. Гранты». Всего в конкурсе приняло участие 37 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. К защите допущены 22 проекта. Участниками являются молодые люди Нерюнгринского района. Это школьники, молодые педагоги, молодые профессионалы, активисты нашего района, которые хотят менять жизнь к лучшему и хотят, чтобы наш район развивался. Грантовый конкурс дал молодым лидерам возможность представить свои идеи и получить поддержку для их реализации. Проект оценивают 3 эксперта по 10 критериям, по 10 баллам. Все эти критерии, они есть в методических рекомендациях, участники о них знают, там и актуальность проекта, и правильно составленный бюджет проекта, и подтверждение доказательства там, софинансирования и прочие критерии. При соблюдении этих критериев грантовая заявка считается хорошей, сильной. Значит, этот проект действительно может быть реализован, значит, собственно, он потенциально может с большей вероятностью получить поддержку. Основная идея не в том, чтобы дать новую идею, какую-то уникальную вещь или какую-то инновацию. Здесь очень важно дать актуальную и социально востребованную идею, чтобы вот социальный эффект действительно помогал улучшить качество жизни на определенной территории для определенных граждан. Вот именно это и ценится в социальном проектировании, именно это и нужно. Победителями стали 8 человек со своими социально ориентированными проектами. Форум «Главные смыслы» стал важной платформой для обмена опытом и идеями среди молодежи Нерюнгринского района. Подарил интересные дискуссии, атмосферу единства, поддержки и взаимопонимания. Семинары, мастер-классы, квесты, диалоговые площадки. Форум «Главные смыслы» интегрировал различные темы и активные направления, предоставив молодым людям практические возможности для обучения, саморазвития и общения.